Путь артиста и путь зрителя театра Олонхо. Кто, куда и зачем. В всем предназначении театра Олонхо. Вот мы, пожалуй, и добрались до самого главного. В серии подкастов «Код культуры» продолжаем говорить с театроведом, философом Валентиной Чусовской. Мы, редакторы подкаста Елизавета Мигалкина и Татьяна Павлова. Настоятельно рекомендуем прослушать этот выпуск от начала до конца. Я очень люблю актеров театра Олонхо. Молодежь такая, вы знаете, они же не теоретики, но какие они талантливые. Они вот из рук Степаниды Ильиничны, Ефима Степанова, Андрея Савича. Они из одного только общения с этими людьми можно стать талантливее, лучше, ну, я не знаю, сильнее. Подсаживаются на мастерство. Да, конечно. А тут еще такие, они же очень талантливые педагоги оба. И Степанида Ильинична трое все, и Ефим Степанов вообще слова нет. И Андрей Савич, которому хватает 2 занятий, когда он все, что накопили актеры за семестр, вдруг раз и выстраивается. И вдруг из человека обычно возникает актер, который, может быть, не все может, но все уже понимает. Он уже понимает, что от него требуется. Он уже осмысленно набирает. Если раньше он берет, что ему дают, вот надо это, надо то после того, как он вот эту прививку получил, Да, то самое слово. Да, то самое слово, он становится особенным человеком. Театр Олонхо, он молодежный. Это целенаправленно вот так вот молодежь набиралась. Допустим, вот Настя, например, всего 23-22. Но вы знаете, мне кажется, что это не то чтобы целенаправленно, так по жизни получается. Потому что исполнителей аланхасутов очень много. Исполнителей аланхо. Аланхасутов настоящих, наверное, нет. Не такое количество, как хотелось бы. А исполнителей очень много. Они же с детства сейчас дети учатся и много знают. И когда я работала в Арктическом, тоже приходили люди, которые вот хорошо поют, имеют это. Эпосоведы некоторых рекомендовали, приводили. Но вот в чем сила и трудность классического театра, что он требует актерского мастерства. Надо актерское мастерство, школа актерского мастерства у нас у Степаниды Борисовой, Андрея Борисова, Ефима Степанова. Вот 3. Но Герасим Семенович тоже Васильев готовил. У него язык очень хорошо говорит и обучал этому детей, студентов. Но оказывается, далеко недостаточно только одно владение таюком или только знание текста. Это может развиться в практику, наверное, аланхасута. Ну, я так думаю, предполагаю. Может стать, наверное, если обучаться у мастеров там и так далее. А вот актер может не получиться. В этом, помните, у нас же на факультете ФЭНа, этнографии и фольклора народов Арктики, очень много было великолепно поющих. Да. Очень много. И сейчас их много. И сейчас много. И они должны быть. И это прекрасно. Это как бы сольное исполнение, да? Или, значит, во всяком случае, эти люди не будут невостребованными. Они прекрасные, они могут и учить, и сами участвовать. Но не все могут играть на сцене. Вот это очень важно. Потому что вот Степанида Ильинична говорит, не то что говорит, я наблюдала, как она работает. Первокурсники у меня были, вот многие, которые сейчас, вот, Ганя Менкаров, на первом курсе, вот я у них преподавала свою дисциплину, а смотрела их, значит, экзамены, занятия и так далее. Многие из них очень слабенькие были, и даже не верилось, что из этих ребят что-то получится. Я, например, нет, а Стиша говорила, нужно время. Вот время, подождите. Они даже, говорят, выйдут в театр, потом еще несколько лет надо будет, чтобы вы их по-настоящему услышали. Так и происходит. Они расцветают на глазах все-таки.
И вот я хотела сказать, что вот эта актерская выучка, в чем она заключается? Вот Стеша говорит, мои ребята просто так одеты, в рубахах. Да? Когда интервью я брала у нее по поводу Удагана. Они в простых рубахах. Они поют, в это время они бегают, они играют, они говорят. А вы, говорит, попробуйте, вот таюк, да, так поставить дыхание и голос, чтобы человек свободно мог пластически двигаться. Она же начала у студентов с пьесы «По волнам жизни», да, по-якутски как же называется? «Олох Долгуннара». Да, это первый или второй курс, и они разыгрывали простые бытовые истории в общежитии, там, в семье и так далее. И они все это делали, пели таюком. Для чего? Они учились жить в этом состоянии органично, раз. Во-вторых, они таюком сверяли как бы свое внутреннее состояние с тем, ну как бы к голосу предков, что ли, обращались. Как бы в моменты отчаяния, какого-то несчастья или наоборот очень большой радости они начинают петь таюком. И вот это искусство очень редкое, похоже, наверное, на цирковое с технической стороны. Оно просто так не дается. Вот они ежедневный тренинг и мастерство, педагогическое мастерство, как еще подойти, кого как открыть. И вот почему получается молодежное. Я, собственно, ушла от ответа. Ответ простой. Вот с таким таюком, я его называла сценический таюк, но Андрею Исаевичу не очень нравится это определение, но я так условно назовем. Таюк, который исполняется в контексте спектакля. Не просто как вставной номер, а как как краска, вот, выразительное средство. Таюк. Степанида Ильинична оказалась одна. Вот я помню, что когда был «Дитя Азии», 4-й, по-моему, нет, да, 4-й, ну, может быть, 5-й, нет, 4-й, очень хорошее заключение было, там была встреча шедевров ЮНЕСКО, собрались классические театры, а Степанида Ильинична как бы вела это все. И она вписывалась в эту семью этих театров. И они все потом в конце Асолха все это закончили. И у всех было ощущение, что они приняли в свою семью еще один классический театр. И вот тогда прозвучал тост за Степаниду Ильиничну, когда вот был всеобщий такой банкет сразу после этого там на стадионе внизу все организаторы собрались, там гости. Вот за Степаниду Ильиничну, которая одна, как серебряная нить, связывает искусство театра с древним песнопением таюка. Одна. А где взять других? Вот Арктический институт выстроен для этого. Оказывается, вот в чем основная задача арктического. Недавно Андрей Исаевич сказал, говорит, Аюнский заложил научную основу и вообще зерно заложил, да, национальной культуры. Он сделал это. Я подкрепил кадрами. Я во всех направлениях, выстроив этот институт, пожалуйста, без этого института каждый выпуск вливаются актеры, молодые актеры на сцену театра Ланхо. И тогда, само собой, получается, что он молодежный. С одной стороны, это трудно, с другой стороны, очень здорово. Да. Трудно, потому что многие очень поздно, сложно входят в вот это религиозность, там, да, вот это... В силу возраста. Да, древние эти дела, настолько это интересно, мифология, что такое, то есть еще интеллектуального багажа нет такого, чтобы понимать. А с другой стороны, есть талант и энергия, и вот вера в педагога, как они к Степаниду Ильиничну верят. И она делает чудеса. А Андрей Исаевич, вообще это, конечно, удивительное явление. Если в театре я переживаю какие-то человеческие свои эмоции, собственные, как человека, как девушка, ну, как женщина, да, то в театре Ланхо это похоже на что-то более, ну, что-то больше меня как будто. А вот
есть, вот мы говорили об актерах, да, о театре в целом, эстетике, а как зритель должен реагировать, если или нету такого понятия Нет, должен? Ну, понятия должен, конечно, нету, но мы можем сказать должен в смысле гипотетически. Да. Что он должен переживать, если он пришел в театр? Конечно, он что-то должен переживать. Но вот, значит, первый момент. Вот этот классический театр, как пишут исследователи, скажем, греческий, был создан для того, чтобы вызвать у зрителя соединение с высшими силами и вызвать энтузиастическое очищение. То есть, когда человек сам стремится очиститься, потому что его вот этот таюк, посланный туда, он же не человек человеку поет так, да? Зачем? Человек и так понимает все. Зачем ему петь, да еще таким странным манером? Он же туда, чтобы услышали далеко, 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 бесконечно. Услышьте же вы меня, да? И если человек, зритель за этим, чуткий зритель за этим идет, его это может пробивать до слез. Он может начать понимать, что должно быть. Как должно быть. Не то, что мы должны ходить, как эти богатыри и их невесты, да? Но вот это заповеди там есть. Например, вот эти Дирбена Дрилата, да? Она призвана охранять свой род, выступать за него. И она проходит все испытания. Она брата спасает, да? Она избавляет там от этих всех гадов, она не выходит замуж, когда ей сулят чуть ли не весь верхний мир под ноги ее бросить. Да? Почему? Почему она не вышла замуж за этого Ирюнола? Да? Потому что, хотя он там ее этим всяческими приманивал мамиными украшениями и так далее, да? Илинка, Вегер, все такое. Потому что до этого он, когда опускался туда на серединный мир, он нанес колоссальные разрушения, он же там ничего не оставил почти. Там же поднялась буря, там лед, снег и так далее. И она сказала, и после этого, что ты сделал с моими родичами, ты хочешь, чтобы я стала твоей женой? Нет. И когда она все испытания проходит, она же спасает своего брата, брат спасает свою невесту. И вот этот маленький, как его, Чугдан, нет, не Чугдан, это большой богатырь, а вот маленький, невзрачный человек, богатырь, который появляется перед ней, когда она остается одна, всех спасла и так далее, он превращается в прекрасного Батура. Вот она получает свое счастье, потому что она шла по линии своего предназначения. Она нигде не считаясь со своими, со своим ущербом, со своими страданиями или с чем-то. Она вот о чем говорит. И тут, когда вот счастливый конец, от чего зритель плачет? Но не от того, что вот этот актер хорошо сыграл, актриса вышла, и они поженились, да? Он думает, где мой-то путь? Я-то иду по своему пути или нет? Следуя своему предназначению. Да. О, высшие силы, помогите, откройте. Вот ведь в чем смысл-то. Почему это важно сохранить театр Аланхо и внедрить в наше, казалось бы, невнедряемое время. Потому что все же привыкли шоу. Да. Красиво, ярко, за душу там вперед, да еще сентиментально, если что-то там, мелодрама, тоже слезами и все, и все модные, все красивые, и модную музыку слушаем, а в душе как было, так и есть. Как пришел, так ушел. И даже еще хуже, потому что в следующий раз это уже неинтересно, надо уже другое что-то. Жвачка такая, все время освежать надо жвачку, то выбросил, другую взял. А Аланхо, когда звучит таюк, почему вот именно ставка на такие длинные монологи, на такие долгие песнопения? Вот в современном театре бы сказали, вы что, ставьте 2 куплета и привет. Вот здесь 10 слов, 10 строчек хватит, мы все поняли, да, и пошли дальше. Ну, смысл-то в том, чтобы мы улетели вместе с этим таюком, как бы вот
переключение. Поэтому вот в этой статье, которую я всем рекомендую, Андрея Савича «Очерки эстетики театра Ланхо», там написано: если в театре психологическом, условно назовем его, Станиславского, значит, сопереживание, если в театре Брехта, назовем условно театр идей, somыслие, то в театре Ланхо совидение. И это видение является моментом переключения зрителя на другой уровень. Соединение с духом, можно так сказать? Да, Со можно. своим духом. Ну, свой дух это что? Это дух, который связан со всеобщим, Всевышним. Да, да. Конечно. Именно. Вот это энтузиазм-то в чем? Почему я долго думала, почему этот Вячеслав Иванов написал энтузиастические очищения? Потому что они от тебя идут, твои личные. Ты в театре, ты не в церкви, ты в театре. Это твое, и ты можешь включать это, можешь не включать, можешь чувствовать, можешь не чувствовать. Но, как правило, вот таюк задевает те струны, которые начинают звучать помимо воли. Это как священнослужение. Я вот говорю не в церкви, а на самом деле ритуальный смысл там есть. Во всех религиозных пьесах есть вот этот смысл приобщения к божескому. В индийской Нати Шастре написано, что человек, который ходит и смотрит театр, ну вот религиозный театр, да, приравнивается к слушателю службы. То есть он как бы священнодействует, находясь в театре. То есть, а театр там разыгрывает в праздники определенные готовит, скажем, готовит зрителей к восприятию вот той самой службы, которые уже будут вести священнослужители. И вот здесь еще один вопрос остается, который вы, наверное, хотели задать. Актеры должны быть религиозными людьми? В идеале классический театр, конечно, религиозный. Там актеры все вот этих классических театров мира, они все одновременные священнослужители. Им известны тайны, они там говорят мистические тексты и так далее. И они живут вот для того, чтобы добиться такого мастерства, как, скажем, театр «Но», да? Такой пластики, такого голоса и таких вообще удивительных эффектов. Конечно, человек должен быть сосредоточен на себе, да? Но на себе, на своем внутреннем мире и найти в себе вечность, так сказать, да, вот это вот все соединить. И тогда получается, вот актер как бы начинает соответствовать этому назначению. Но поскольку наше время в нашей стране это практически невозможно сейчас получить религиозных священнослужителей от молодых людей, из молодых людей, которые закончили нормальный вуз, являются родителями, то есть детьми или внуками советских людей, которые вот на моей памяти, я уже взрослым человеком была, невозможно было в Якутске найти текст Библии. Из-за границы, с гастролей ребята привозили на папиросной бумаге, передавали друг другу на одну ночь почитать. Ну что такое священное писание читать одну ночь? Так, быстро, да? Вот какая религиозность может быть у второго, третьего, четвертого какого-то поколения, да? По сравнению с теми театрами, которым 2000 лет индийский, или там, скажем, 700-800 лет театру Норли. Конечно, нет. Но поскольку это театр мифологический, на новом интеллектуальном уровне эти актеры должны войти в логику мифа. Потому что миф – это понятие безвременное. Миф всегда современен. Это не то, что история, бывшая в прошлом. Это не сказка, придуманная кем-то, поучительная. Это тип объяснения мира. И какие-то вещи остались вечными. Архетипические понятия. Конечно. И поэтому, если человек входит в миф не как в сказку, а как, пусть даже в логическое построение, объяснение мира, и вот этот миф ухватывает, то миф уже его ведет. Уже им руководит миф.
Он в мифе. Понимаете, как здорово? Здорово, да, действительно. А сейчас вот Андрей Савич на репетициях я присутствовала, когда он не один раз уже один и тот же вопрос задает. Ну что такое миф? Ну-ка давайте подумаем. И вот разные толкования и так далее. То есть уже они понимают, чтобы постичь театр Аланхо, надо постичь какие-то серьезные понятия, такие как миф. Не в плане плоском миф и реальность, это правда, это неправда, а именно логика мифа, его смысл. А вот священнослужение, вообще служение, оно может потребовать каких-то жертв? Получается, на актера возложена очень большая, конечно, функция. Ну, я думаю, что, видите, вот если брать за образец другие театры, да, классические, ну, поскольку сотни лет они существуют, то там идет наследственная династийная передача из поколения в поколение. То есть редко когда дети актера театра, ну, скажем, не будут актерами этого театра. Значит, вот Андрей Савич, когда эту идею классического театра воспринял, он сейчас думает тоже об этом. Когда-то отходит от этой идеи, когда-то снова приближается. Но он очень хорошо в свое время, видимо, проникся театром «Но». И вот эта книга «Предание о цветке стиля», она долго очень у него, да и сейчас, наверное, само это понятие «цветок стиля», но только вдумайтесь, вот индийский театр, китайский театр, японский, у них у каждого свой цветок стиля. И вот мне кажется, у нас сейчас тоже рождается, раскрывается цветок стиля именно в Степанидиных постановках. Конечно, у Андрея Савича мощное начало, он поставил это на рельсы, но это развивается. И вот это священнослужение, я думаю, что здесь два момента есть. Либо ты органично, так же, как твои родители, идешь по этой стезе, неизвестно когда, кем это начато, да? Как это твоя миссия, твой путь, твой дом по философии. И ты этим занимаешься, не думая, что это жертва, не жертва. Или ты умышленно уходишь, найдя свой путь от суетности. То есть, мне кажется, по-настоящему служитель может быть только если он не имеет внутреннего сопротивления, не жертвует ничем, он просто по зову души, что называется. Он идет туда, и он живет этим, выходя на сцену и произнося свои слова, значит, перед публикой или исполняя свой таюк, он счастлив, когда он чувствует, что он уносит с собой зрительный зал. Вот это от Аланхасута. Вот Андрей Савич здорово там написал, обязательно почитайте эту статью. Очень здорово. Он говорит, почему Аланхасут так сидит, вот так держит, закрывает одно ухо, значит, да, сидит вот так. Значит, почему четвертым пальцем закрывает ухо, говорит, знал, как рупор и так далее, знал. что лучше слышно. Почему он такой? Потому что он-то там уже, он улетает. И когда он улетает, он слышит себя далеко-далеко-далеко. Тот слушающий тоже улетает. И вот мне кажется, что актеру театра Аланхо вот эта часть искусства Аланхасута доставляет, наверное, колоссальное удовольствие. Мы обязательно продолжим свои попытки расшифровать код культуры Якутии. В следующей серии планируем снова встретиться с Валентиной Александровной. Речь, скорее всего, пойдет о легендарном спектакле Андрея Борисова «Желанный голубой берег мой». Следите за анонсами на страницах творческого объединения «Культура Якутии» в социальных сетях. Спасибо всем за внимание. До следующих встреч!